Еженедельное совещание Кабинета министров под председательством Владимира Сластенина открывается с подведения итогов общереспубликанского субботника по очистке, озеленению и благоустройству территорий муниципальных образований. Несмотря на пасмурную погоду, согласно плану, их провели практически во всех населенных пунктах. В остальных же планируется до 7 апреля. Далее перешли к организационным вопросам и структурным изменениям. Переименовать Министерство автомобильных дорог Республики Ингушетия в Министерство автомобильных дорог и транспорта Республики. С передачей соответствующих структур от Минпрома, управление ДОР, теперь вот такое красивое название, как практически во всех регионах нашей страны, автомобильных дорог и транспорта. Также реорганизация подлежит Министерству культуры Республики, в Министерство культуры и туризма Республики Ингушетия путем присоединения к нему комитета по туризму. Это второе изменение структурное. Третье, по инициативе главы образуется комитет Республики Ингушетия по тарифам. То есть, если у нас раньше все тарифы были практически в разных министерствах, теперь единый тарифный комитет, чтобы все было в одних руках. Эти изменения будут носиться и с передачей полномочий, а также кадров. Первый вопрос повестки еженедельного совещания – реализация национальных проектов и федеральных программ. На сегодня на эти цели направлено более 4 миллиардов рублей. Как отметил начальник управления по организации проектной деятельности Бикхан Мальсагов, в республике уже подписаны контракты на сумму около 630 миллионов рублей на строительство важных социальных учреждений. Кассовое исполнение в среднем на 3% поднялось у нас с 17 по 21 марта. На 18 марта по финансовому мониторингу Минфина России по кассовому исполнению находимся пока в зеленой зоне по 3 национальным проектам. Следующий вопрос повестки совещания – подготовка к проведению первенства страны по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти Героя России Алихана Калиматова. Спортивное мероприятие пройдет с 24 по 28 апреля во Дворце спорта имени Берда Евлоева. В нем примут участие порядка 400 спортсменов, а среди почетных гостей заместитель министра спорта России Адес Байсултанов. Для обеспечения охраны общественного порядка на месте проведения соревнований будет привлечен ЧОП. Также будет организован трансфер участников, гостей во время проведения соревнований от места проживания до места проведения соревнований 2 раза в день по расписанию. Далее участники совещания обсудили организацию работы общественного транспорта в период празднования Идаль-Фитр. Так будет проведена работа курсирования республиканского транспорта, обслуживаемого транспорта по следующим маршрутам. Назрань-Магаз до 21 часов, это выходной праздничный день. Назрань-Сунжа, Назрань-Малгобек, Назрань-Джайрат, Сунжа-Алпуна, они будут до 21 часов продлены. Также будет обеспечена работа общественного транспорта по социально защищенным маршрутам, согласно действующему расписанию. Также в рамках совещания участники обсудили отбор граждан на военную службу по контракту и подготовку к весенней призывной кампании и работу по защите территории и населения региона в период весеннего половодья и безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году. По всем ключевым вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.